Не всегда одному специалисту видны все нюансы развития ребенка. Взгляд со всех сторон позволяет создать максимально объективную картину. В этом году благотворительный фонд Харысхал решил организовать проект «Комплексная диагностика» для родителей детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. С этого года в нашем фонде мы решили проводить комплексную диагностику детей, потому что один специалист, он не может дать полную объективную оценку ребенка. Могут быть какие-то вопросы, потому что и специалисты начинают отправлять друг другу. Комплексную диагностику мы проводим детям с инвалидностью и с ОВЗ, которые вот именно находятся сейчас на перепутье. Что делать дальше? Мы можем рекомендовать дополнительные занятия, направить на консультацию к узким специалистам. Родители иногда задаются вопросом, оформлять ли инвалидность, стоит ли проходить ПМПК. И после диагностики обычно они находят для себя ответы. Во время диагностики с родителями и ребенком общаются невролог, психолог, абботерапевт и логопед. Специалисты изучают медицинскую и педагогическую документацию ребенка, беседуют с родителями, наблюдают за ребенком в процессе свободной деятельности. Провожу неврологический осмотр классический и также собираю анамнез у родителей. Век такого развития и интернета сокращается живое общение между родителями и детьми, и проблемы в основном бывают у детей не органического, структурного характера, а больше из-за того, что мало живого общения. Я смотрю на развитие детей по формированию их речевых навыков, как и со слов мам тоже смотрим, какие у них нарушения. Например, если у него есть с туалетом проблемы, то мама рассказывает, даем рекомендации какие-нибудь. Если у него есть какие-нибудь пищевые нарушения, тоже нарушения пищевого поведения, то даем тоже такие рекомендации. И смотрим тоже формирование речевых навыков, ребенок говорящий или не говорящий. Если не говорящий, то можем порекомендовать использование системы альтернативных коммуникаций, жестовой или визуальных, текста, например, смотря какое развитие у ребенка. Мы выявляем в основном, какие есть у него нарушения поведения, может ли ребенок учиться, какое у него учебное поведение, и какая память, возможно, внимание у него какое, а также нарушение речи. И во время комплексной диагностики очень важно понять, какое место занимает вообще ребенок в семейной системе. К сожалению, как правило, когда ребенок имеет какую-то особенность развития, вся семейная система построена именно вокруг этой проблемы. И моя задача как специалиста дать родителям другой вектор развития и вообще посмотреть на ребенка немного с другой стороны. И, к сожалению, нынешняя тревожность у родителей, которая присуща каждому, возможно, человеку, у родителей особенных детей развита чуть больше. И моя задача также не сколько сказать, нормальный ребенок или нет, а выявить его особенности и дать какую-то рекомендацию, которая поможет родителю лучше взаимодействовать со своим ребенком. Общение с родителем и ребенком позволяет понять специалистам, из-за чего могли возникнуть отклонения, и определить условия, наиболее благоприятствующие дальнейшему развитию обследуемого ребенка, а также разработать индивидуальную программу для его развития. Логопед приходил к нам в детсад, и оттуда я узнала, что есть такой благотворительный фонд Харысхал, и там же записались. Мой ребенок, он плохо говорит, из-за этого первая проблема, из-за того, что почему мы сюда пришли, является эта причина. Помогла в том плане, что у ребенка язык переплетается, что нужно делать артикуляционную гимнастику. И очень помогла консультация психолога. Цель такой диагностики в том, чтобы специалисты комплексно воссоздали полную объективную картину действительности и помогли компенсировать его нарушения в случае их выявления. Если вы также хотите записаться с ребенком на нашу комплексную диагностику, то всю подробную информацию вы можете получить по телефону 8 914 2 705 887.